Колокольчик середины XIX века сегодня экспонат Ленского историко-краеведческого музея, напоминающий современникам об истории ямщиков. А когда-то он выполнял более продуктивные задачи. Именно такие колокольчики вешали на лошадей, и местные жители по их звону узнавали о приближающейся упряжке ямщиков, которые везли для жителей Приленья продовольствие, денежные средства и почту. В затерянный среди северных сопок, отрезанный тайгой от большой земли Ленский район, тогда еще не будучи ни районом, ни Ленским, спешили ямщики. По непроходимым сугробам сквозь метели пургу зимой, на карбасах по Великой Матушке реке Лени в период летней навигации, именно вдоль Лены пролег Иркутско-Якутский тракт, который был учрежден для второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1738 году. А в 1743 году Захар Байшев учредил на нем 28 станков. Протяженность Иркутско-Якутского тракта 2895 верст. На территорию Ленского района пришлось 8 станков. Хабалдинская и Чихаянская станции неудобно располагались на крутых берегах, поэтому ямщики останавливались между ними. На тогда еще безымянной речушке, где по легенде проживал объякутившийся тунгус Мухтуй. В документах же станция Мухтуя появилась в 1773 году. Первые ссыльные русские, поселившиеся здесь – Шабановы, Рыбкины, Кирилловы, Татарченко. Наша фамилия Рыбкиных тесно переплетается с фамилией Кирилловых и Шабановых. Вся родословная у нас считается здесь, что значит, пришли сюда где-то более 200 лет назад, занимались в основном извозом, конечно. Была установлена очередь, кто должен везти почту. Значит, они садились в сани и ехали в эту сторону до Терешки, на Вконьки, и в эту сторону до Мурьи. Потомки бережно хранят историю своего рода, как и старинные улочки Мухтуи. Самой центральной была улица Большая, ныне Горького. У нас располагались и первая типография, также было первое отделение милиции, райсовет. В начале истории самой Мухтуи все ярмарки проходили именно на этой площади, ее еще называли Базарная площадь. В Ленском районе остался единственный ямщик, занимающийся извозом в прошлом веке – жительница Нюи Галина Васильевна Добрынина. Одежда была очень худая. В наши морозные зимы даха собачья вышарканная вся, лосиные торбоза тоже все уже изношенные, замерзали, голодно было, но приходилось работать. И по воспоминаниям наших ямщиков, они все любили лошадей, и поэтому их и ставили ямщиками. С 14 лет. Такая нелегкая судьба у почти ровесников века. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В прошлом году, благодаря проекту «Местные кадры в промышленность», трудоустроено 10 тысяч якутян. Якутия готова и дальше его развивать, не только находя работу желающим, но и обучая их новым профессиям. Так, в 2020 году в Якутии был запущен новый проект «На вахту 14.рф». В том числе, например, мы летом отправляли наших граждан за пределы Республики Саха-Якутия. Например, более 100 человек были направлены в Кавыктанское месторождение. Это Иркутская область. Тоже это очень хороший показатель. Когда мы, помните, год 5-10 назад говорили, в основном работают у нас приезжие. Сейчас, наоборот, картина меняется. Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения. Алмазов 82% запасов России, сурьмы 82%, урана 61%. Также на долю Якутии приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока. Благодаря решениям государственных деятелей Якутии в 1922 году в республике началось развитие всех направлений деятельности – от культуры до транспорта, от образования, медицины и до промышленности. Руководители автономии Максим Кирович Амосов, Исидор Барахов, Степан Жаков, Степан Васильев всегда понимали, что в первую очередь надо развивать промышленность. И как раз в 1923 году было найдено месторождение на ручье незаметное рассыпного золота. И сейчас в этом месте построен город Алдан. В 1924 году было уже организовано як золото.
И вот началась добыча драгоценных металлов у нас, золото у нас в Якутии. В 70-е годы прошлого века шло развитие Южно-Якутского территориального комплекса. Параллельно развивались золотодобыча в Усьмайском и Аймиконском районах, добыча олова в Депутатском, угля в Тампонском, Верхнеколымском и Кобяйском районах. В годы войны в Сангаре было добыто более 525 тысяч тонн каменного угля. Поселок Сангар, именно поселок работяг. И славу его создавали наши люди. Наши горняки и наши учителя, медики, все работники, все обслуживающий персонал именно вот нашего сангарского рудника, а после шахты Сангарской. В 50-е годы 20 века с открытием алмазоносных месторождений на западе республики начала создаваться мощная алмазодобывающая промышленная инфраструктура. Сегодня Якутия сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по объему промышленного производства. И в этом вопросе драйвером развития промышленности в Якутии является компания «Алроса». В 2021 году Якутия получила рекордные дивиденды в консолидированный бюджет республики от компании почти 50 миллиардов рублей. Компания «Алроса» очень серьезно увеличила свои социальные инвестиции, в первую очередь в территорию, где она добывает алмазы, это в первую очередь в Мирнинском районе. Это очень важно, потому что я в своих выступлениях уже неоднократно говорил о том, что и республика, и в целом мы должны повернуться лицом к тем людям, которые добывают алмазы и на самом деле куют благополучие всей республики. Сегодня почти каждый третий рубль на Дальнем Востоке производится у нас, в Якутии. По итогам первого квартала этого года добыча угля, газа, нефти и золота по сравнению с прошлогодними показателями выросла на 10%. Между тем, в 2021 году рекордная добыча природных ресурсов побила все показатели прошлых лет. В прошлом году в Якутии добыто 43 тонны золота, 168 тонн серебра, 12 миллиардов кубометров газа, 17 миллионов кубометров нефти, более 31 миллиона тонн угля. За свою вековую историю Якутия смогла добиться высоких показателей по всем отраслям экономики. И главным ее форпостом является промышленность. Пройдя большой тернистый путь, сегодня промышленная республика движется только вперед. Ульяна Шагина, Оксана Устинова, Григорий Охлопков, Якутск. Почти 20 лет стажа Галины Заларевой неразрывно связаны с романтикой тяжелого труда. Именно так об основном периоде своей деятельности рассказывает сама Галина Николаевна. Она работала пробоотборщиком на золотодобывающих драгах и карьерах. Брали пробу, прям совком черпали, без ртути отмывали. Совочек был весь в значках вот этих вот золотых. Там же в ручье отмывали, там и в какой-нибудь канаве, где речка, вот так вот отмывали мы. Галина выросла в поселке Нижнесталинский, ныне Ленинском, основную часть населения которого составляли шахтеры. Впечатляющих примеров хватало, и в 1979 году юная Галя приступила к работе на 41-й драге. О выбранном пути девушка не пожалела, полюбившийся труд был не в тягость. Ну, скорее всего, я не понимала еще тогда, куда иду, просто устроилась на работу и вот так вот. Понравилось, потом так вот и осталось. Сегодня Галина Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но без дела не сидит. Сейчас она работает в районном доме культуры. Отзывчивая, доброжелательная, активная оптимистка. Так Галину Николаевну характеризуют друзья и коллеги. Галина Николаевна человек отзывчивый, талантливый, творческий, коммуникабельный. Она принимает участие во всех мероприятиях, помогает. Труженик золотодобывающей промышленности бывшим не бывает. Это прежде всего характер, сила воли, выносливость и безграничная преданность своему делу. Это люди, во-первых, очень смелые, трудолюбивые, активные. И несмотря на трудности, они никогда не сдавались. В 2023-м Алдан отметит вековой юбилей. К знаменательной дате Совет ветеранов района собирает данные о тружениках, много лет отдавших комбинату «Алдан-золото». Списки ветеранов комбината «Алдан-золото» в свое время, как бы это сказать,
помягче, что в свое время были как бы утеряны, а наша работа найти людей, которые в настоящее время еще живут, что отдали много лет именно золотой промышленности. И на сегодняшний день, благодаря активным людям поселка Ленинский, Лебединый, Куранаха и Алдана, мы собрали больше 100 списков этих ветеранов. Подвиг, совершенный тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, невозможно переоценить. Алданцы сдали государству 16 тонн золота, а также иные полезные ископаемые. В 2021-м Алдану было присвоено почетное звание города трудовой славы. Традиции самоотверженного труда сегодня продолжаются. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Все свое свободное время Вера Сутыгина посвящает обучению. Учится играть на хомусте и изучает якутский язык. Как только я приехала в 82-м, я сразу решила, что как это так, жить в Якутии и не знать якутского языка? Это неправильно. Конечно, взяла в библиотеке учебник. А как по учебнику одному? 2 маленьких детей, работа, нужно как-то устраиваться на новом месте. В общем, не сложилось. И все это вот так вот тянулось, быт затягивал. А тут я вышла на пенсию и встретила хорошую учительницу Надежду. И все, и мечты же должны осуществляться. Начали с алфавита, выучили дифтонги, окончания и падежи. Постепенно перешли к разговорной речи. Каждую неделю по 20 новых слов. Вера моя любимая ученица. Она очень талантливый человек, очень упорно и систематически занимается. Успех приходит тем людям, кто занимается осмысленно и с большим удовольствием и с любовью занимается. Еще одна мечта Веры Сутыгиной – освоить водно-хоровую стежку. Результат – искусно сшитые изделия, которые украшают не только домашний интерьер, но и выставки. Талантливый человек талантлив во всем. Вера уже много лет посещает литературную гостиную и считается одним из лучших чтецов прозы. Вера ко мне ходит на протяжении, наверное, уже 10 лет. Она у нас прекрасно читает Пушкина, не только, в общем, его стихи, но также и прозу она читает Пушкина. Вообще она читает местных поэтов. Своим главным увлечением Вера считает горные лыжи, а в последнее время освоила даже сноуборд. Кроме этого, со школьной скамьи занимается фотографией. Сначала снимала коллег, родственников, потом природу и птиц. Для меня Якутия, прежде всего, это солнечная земля с теплыми отношениями между людьми. И для меня это родная земля, земля счастья, которую я здесь нашла. Вот я нигде не была счастлива так, как была я счастлива в Якутии. Здоровый образ жизни и активный отдых – основополагающие для этой позитивной и разносторонней женщины. Туризм, путешествия и сплавы занимают особое место. В планах сплавиться по Амге. Если бы была возможность, чтобы загадать желание, Вера попросила бы прибавить пару часов в сутках, чтобы успевать еще больше познавать мир и изучать неизведанное. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри.